Привет всем, я Кристина. Я Катя. Сегодня мы проводим наш маленький мастер-класс по росписи порцелановой посуды специальными порцелановыми красками. Супер. Можно ли что-то кроме красок еще использовать? Да, помимо основных порцелановых красок, у нас есть еще и контуры. Ими очень удобно делать тонкие линии, тонкие детали. Так, а вот это у нас что такое? А это специальные маркеры. Также идут по керамике, и можно их по стеклу использовать. И они более удобные, что если вам надо какую-то поверхность раскрасить без кисточки, подписать что-то, например. Очень удобно. А почему, например, нельзя просто какие-то акриловые краски? Простые? Дело в том, что после нанесения акрилом вы уже не сможете ни мыть чашечку или тарелочку или кувшинчик. То есть просто нарисовали, поставили на полку. Порцелановые краски хороши тем, что их можно после обжига, после закрепления и мыть в посудомоечной машине, и мыть, перемывать сколько угодно, ничего с ними не будет. И на каждой баночке написана инструкция: 160 градусов запекаем в духовке 90 минут. Это обязательное условие. Тогда краска фиксируется, и можно ее мыть, можно все что угодно с ней делать, ничего она никуда не денется. Так, а я смотрю, у нас здесь еще какие-то наборы есть. Да, здесь специальная кружечка порцелановая и набор из фломастеров. И есть еще такой вариант, комплект цветов. Здесь обычные красочки, которые можно купить и поштучно. И если вы хотите начать и попробовать, лучше, конечно, купить комплект, где уже будет база из цветов. Ну, приступим, наверное. Да? Давайте. Да. Берем наши стаканчики, графинчики и сразу думаем, что мы будем рисовать. А можно какие-то там трафареты использовать или что-то? Да, тем, кто боится рисовать, я не смогу, у меня не получится, можно для начала через копировальную бумагу просто нанести какой-нибудь узор или картинку путем обыкновенного перевода. В любом случае, если что-то не получится, вначале рисуем карандашиком, делаем разметку. Можно это дело, все будет влажной салфеточкой, влажной тряпочкой, все это удалить и нарисовать заново. Ну вот, у меня маленькая разметочка совы готова. Можно приступать обводить контуром. Контур у нас двух фирм, Декола и Креул. У Деколы очень красивые варианты с блестками. И тем, кто боится рисовать, можно начинать с каких-то кружочков, квадратиков, треугольничков, просто с каких-то геометрических форм и фигур. Контур должен, прежде чем мы будем наносить остальные краски, прокрашивать, разукрашивать, он должен высохнуть. Иначе, если наносить на сырой контур краску, это все дело смешается, будет некрасиво. И если какая-то ситуация, когда вам надо достаточно быстро нарисовать и сделать работу, просто контур можно подсушить феном. Ну вот у меня готово. Можно как вариант налить немножко краски, совсем немножечко, в крышечку. Крышечкой закрыть баночку и рисовать. Сразу много краски я советую не брать, потому что если положить очень много краски, учитываем, что поверхность у нас неровная, это все может просто куда-то в сторону потечь, несмотря на то, что мы положили контур, несмотря на то, что мы будем как-то стараться регулировать это, она просто может смешаться, съехать, скатиться, будет не очень красиво. Поэтому лучше брать по чуть-чуть, понемножку и выводить. И краски можно смешивать между собой. Мне, например, вначале понравился зеленый, потом разонравился. Хочется что-то интересненькое. Поэтому беру желтый и делаю плавный переход. А краски, если что, можно снять тоже так же, как и контур, да? Водой? Да, конечно. Единственное, что маленький такой нюанс, что снимется все. Придется начинать с нуля.
Кристина, давай мы блесток еще добавим. Да, можно Да, для немножко яркости блестело. можно добавить деколовские контуры. У них очень-очень много блесток. Листючки какие-то тут странные. Это так и должно Это быть? нормально, да. Вот эта матовая основа, она при высыхании становится прозрачной, и остаются только золотые То есть блестки. это белое такое уйдет, Да, да? не пугайтесь. Ну вот мы нарисовали. Что дальше? Теперь ждем, пока это все высохнет. Лучше подождать пару часиков, чтобы все основательно высохло, чтобы ничто не испортилось потом при запекании, не подгорело, ни как-то не отвалилось, не рассыпалось. Ждем полного высыхания и в духовку. А может быть, можно тоже феном или лучше? Феном Оставить. можно ускорить, но уже последний этап пускай лучше высохнет самостоятельно. Вот, ага. Я хочу напомнить, что все изделия для обжига ставим в холодную духовку. И сразу же после времени, когда подошло вытаскивать изделие, не вытаскиваем, пускай изделие остывает в духовке. Иначе при перепаде температуры может, тем более из стекла у нас, из керамики, из порцелана, и само изделие может просто треснуть. Спасибо. Спасибо. Супер. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии Приходите в наши магазины, выбирайте цвета, инструменты, краски и творите. и вытворяйте.